Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Пятый эфир, пятая встреча сегодня в рамках недели культуры для молодежи. Ждем, пока подключится хоть кто-нибудь. Ну, собственно, я напоминаю, меня зовут Гульфия, советник председателя молодежного правительства Республики Татарстан по вопросам культуры. И сегодня у нас, мы так решили, что сегодня, так как сегодня у нас такой мини-юбилей, мы решили, что раз уж мини-юбилей, то надо как-то его хорошо отметить. Поэтому пригласили в гости сегодня не одного человека, а целых двух, целую семью, потрясающую семью, которую я очень жду сейчас к нам подключится. И, собственно, будем общаться. Друзья, я напоминаю, все это придумано для вас, ради молодежи. Мы вместе с нашими деятелями культуры и искусства Республики Татарстан общаемся на тему молодежи, на тему культуры и вообще, в принципе, перспективы развития. Я уже вижу, что подключаются. Отлично. И, собственно, давай наших потрясающих сегодня гостей. Ожидание, ожидание, ожидание. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Ну что, друзья, во-первых, я сейчас сначала вас представлю. У меня тут много-много записано. Я специально написала, чтобы ничего не забыть, а потом начнем общаться. Итак, сегодня у нас на связи потрясающая семья Хаметовых. Народный артист Республики Татарстан, художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан Хаметов Айрат Ринатович. И тут все похлопали. У-ху! И народная артистка Республики Татарстан, педагог-хореограф Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, доцент, заведующая кафедрой народного танца факультета хореографического искусства Казанского государственного института культуры Хаметова Александра Рашидовна. У-ху! Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые. Во-первых, я хочу вам сказать огромнейшее спасибо за вашу такую вот прям включенность и согласие, потому что это было так вот неожиданно, спонтанно, но как-то вот я чувствовала, что вы согласитесь, поэтому, собственно, написала вам. Расскажите нам, пожалуйста, друзья, вообще, коллеги, кто нас смотрит, слушает, все ли хорошо, видно ли нас? Если видно, то ставьте плюсики, ставьте лайки, не стесняйтесь выражать свои эмоции. Ну, а, собственно, дорогие, чудесные наши гости, расскажите, пожалуйста, как у вас дела, как проходит самоизоляция, как настроение и как здоровье? Добрый день. Слышно нас? Да, вас слышно. Да, добрый день. Проходит по плану. Государственный ансамбль песни и танца не останавливается, он работает в онлайн-режиме. Каждый день у балетной группы, каждый день 10 часов идет классический тренаж. А дальше, как у нас пресс-конференция со всеми руководителями, также хоровая группа сдает партии, главный хормейстер распевается, оркестр играет, также выпускают очень много фильмов, снимает о себе, то есть что дома происходит, как они занимаются, и это выкладывают в YouTube. Да, и еще самое интересное еще то, что как его Государственный ансамбль песни и танца в 1937 году создался. И 82 года назад, 30 апреля 1938 году, уже был первый концерт. И вот вчера мы тоже выложили в Ютубе, в 82-м сезоне своего существования ансамбль выложили концертную программу, интересно для наших поклонников, для наших зрителей, поэтому вот в таком режиме мы работаем. 82-й сезон. То есть это все онлайн сейчас у вас происходит, все, что вы сказали. Так много. То есть это, в принципе, это легко и просто, да? Как казалось. Нет. И самое интересное то, что как Государственный ансамбль песни и танца по просмотру в Ютубе занял один из вторыми лучшими коллективами Российской Федерации по просмотру, по рейтингу, который это все общественно следило, Министерство культуры Российской Федерации, наше министерство, поэтому мы в топ-10 коллективов. Мы вторые. Ого!
Так, здесь все дружно хлопаем, неважно, слышно нас или нет, но все равно мы хлопаем, и наши все друзья ставят лайки, это значит, что они максимально вас поздравляют. Расскажите нам, пожалуйста, у нас вообще тема вот этих вот эфиров, прямых эфиров, это молодежь и культура, да, вот как вот в принципе перспективы развития, как в целом сейчас чувствует себя молодежь в культуре или культура в молодежи. И вот у меня следующий вопрос, расскажите, пожалуйста, по вашему мнению, какая сейчас молодежь вот в наших современных условиях, да, и на каких позициях сейчас молодежь, кто она, догоняющая, или наоборот впереди планеты всей, или как-то рядышком все. Как вот по вашему мнению? Ну, Леся начнет, а я потом, наверное... Хорошо. Ну, наверное, я именно тот человек, который связывает именно молодежь и культуру. Я работаю в институте с молодежью и передаю ее уже непосредственно в профессиональные руки. Но что хочу сказать, что в сегодняшний день в условиях пандемии, конечно, продвинутыми являются именно молодые. Они создают вот такие эфиры, как вы, потому что нам это действительно сложнее сделать, они более коммуникабельные, они быстрее, они оптимистичнее на это все смотрят. Так. И я думаю, конечно, за молодежью все наше будущее, если не вкладывать в нашу молодежь, не верить в нее, то, мне кажется, мы не будем двигаться. Молодежь — это двигатель прогресса, мы на них только надеемся. Студенты, во всяком случае, вот в моем случае, это я просто поражаюсь, я просто удивляюсь каждый день, что они делают, какой продукт они выдают. Они танцуют дома, они поют из дома, они играют с профессионалами наравне, они придумывают какие-то батлы, на международном уровне выходят. И, конечно, для нас сегодняшние студенты открывают совсем с другой стороны. И, наверное, вот эта пандемия, она дает понять сущность детей с другой стороны. Они более продвинутые. И то же самое происходит у нас в госансамбле, потому что тоже 80% у нас молодые ребята, креативные ребята. И мы тоже выходим на международные проекты с ними, совместно с ними. Они, сидя из дома, предлагают свои мышления, предлагают свои какие-то проекты. Мы за ними идем и только на них молимся, потому что это ребятки у нас все очень креативные. Но я думаю, что без истории не бывает будущего. Конечно. Потому что это основа всего, фундамент. За свой багаж государственный ансамбль песни и танца, за свои почти столетия, да, я могу сказать о том, что мы всегда сторонники о том, чтобы на наших концертах было много молодежи, чтобы через национальную культуру мы не забывали обычаи, традиции нашего народа. Поэтому это очень важно, и для этого мы делаем новые программы. В свое время мы делали программу «Семь жемчужин». Это молодежная программа была, это был рывок в нашей республике для нас, потому что мы именно молодежи хотели показать, что такое национальная культура в сегодняшнем поколении, в сегодняшнем мире, в сегодняшнем современном мире. Поэтому я думаю, то, что мы делаем, это интересно. И меня радует то, что на сегодняшний день кадровая политика государственного ансамбля песни и танца, ее нету. Потому что, я всегда говорю, попасть в государственный ансамбль песни и танца сложно, но учить еще тяжелее. Я думаю, скажешь, можно, но учить тяжелее, оказывается. Поэтому вот даже те молодые люди, которые не знают своего языка, приходят иногда, и за год, за полтора года они начинают разговаривать на татарском и начинают петь. Даже русские ребята начинают разговаривать, потому что все равно любовь к национальной культуре, любовь к своему языку, вот через вокал, через музыку, через танец, она передается уже как бы в кровь. И я всегда говорю, поэтому уйти тяжелее, потому что ты уже прирастаешь корнями национальной культуре, государственного ансамбля песни и танца, истории государственного ансамбля песни и танца. Да, в этот момент я подумала, вот где мне нужно выучить татарский язык. Вы не представляете, вот пятый эфир на русском, но в первом же эфире был запрос от зрителей, почему не на татарском? И я просто такая, да, я признаюсь, честно признаюсь, я не знаю на таком уровне татарский язык, чтобы сейчас вести прямые диалоги, эфиры на татарском языке, но буду учиться и стараться это делать. Получится, что получится. Да,
Да, спасибо большое. Если говорить про... Вот вы сейчас сказали про то, что вот во время самоизоляции открылись новые пути, вдруг неожиданно на международный уровень мы пошли, и хотя вроде и общались, но очень легко, да, и грани стерлись. А как, по вашему мнению, пути развития культуры, ну, в частности, конечно же, танца, здесь вы эксперты и профи, будет после пандемии? Может быть, всем понравится, и все останутся вот в этом онлайн-формате, и вообще, может быть, зачем нам это надо, да, возвращаться в эту концертную деятельность? Вы знаете, дело в том, что как бы общение людей – это самое важное. Та энергетика, которая передается на сцене артистам, зрителю, и когда ты получаешь такие же аплодисменты от зрителя, артиста, вот это общение, оно ничем не передается. Ни одной современной технологией, ни сегодняшними тенденциями развития нашей республики. Прежде всего, это человеческое общение, это живой звук, живое исполнение. Здесь и сейчас. Вот сейчас, в данный момент, да? Поэтому, да. То, что мы делаем, это хорошо. Вот вы сказали то, что нам позволяет мировое пространство. Но так как за 82 года государственный ансамбль песни и танца почти объездил весь мир, исколесил, и поэтому нас все знают. И в Ютубе мы очень много исторических кадров, истории ансамбля рассказали. То есть свои сказки, то, что было написано в Государственном ансамбле песен на протяжении последних десятилетий, и все наши программы, там в день по 600 просмотров, юбилейные программы, есть свадьбу мы старую Нариковскую выставили, поэтому мы не просто сидим, но, к сожалению, перед коронавирусом мы не успели зрителю показать новую программу. Но в этом году Государственный ансамбль песни и танца поставил новую программу, называется «Сибирская свадьба». Она историческая, свадьба 19 века, где был, почти полгода сидел, год сидел в архивах, копался. Хормейстер у меня сидел, Нестор Рафисович, очень долго подбирал песенный материал архивные. Музыкальные руководители все занимались. Мы в этот раз этнические музыкальные инструменты вводим в оркестр, потому что считаю, что исторически мы должны документально через фольклорные центры, через экспертов точно показывать все обычаи, традиции свадебного обряда сибирских татар. Поэтому я думаю, то, что вот мы когда выйдем, и первая наша задача будет для наших зрителей показать новую программу. Я думаю, то, что соғанып келген вақытында рәхәтләнеп тамашачы белән бергә матур итеп яшәп, бер-беребезне аңлап, һәм инде сагынып бергә парырга язсын. Я сейчас такая, так, я почти все поняла. Да, учиться же надо, да, мозг свой напрягать, чтобы точно выучить татарский. А как по вашему мнению, именно вот сейчас для студентов, может быть, они скажут, не надо нам, хватит, вот нам в онлайне нормально, дистанционочка, и все, нам вообще, в принципе, все равно. Давайте-ка в дистанционку уйдем. Вы знаете, вчера, я же педагог, с утра до вечера я веду уроки, а сейчас, тем более, началась сессия, сдают экзамены. Вчера был у меня такое наследие и репертуар, где мы со студентами рассматриваем репертуар всех наших ведущих коллективов России, их 30 государственных таких крупных, и это объем огромный. И вот студенты мне вчера, когда они говорят, Александра Шевна, у нас уже с вами последний экзамен, и спасибо, что вы нас прикоснули к такой истории, к такому богатому знанию, что мы ознакомились со всеми коллективами, пускай даже вот визуально пока, да. Конечно, когда мы уже 2 семестра, 3 семестра изучали эти танцы, знакомились с культурой каждой республики, государственных ансамблей. И вот тут я поняла, что вот студенты, они очень тонкие, они сразу дают понять, где хорошо, где плохо. И вот то, что мы, говорит, придя сюда в институт, даже понятия не имели, что есть такое национальная хореографическая культура народов нашей России, она многогранная. Это не только татары, да, это и не Поволжье, и не Приуралье, это
масштаб всей России. И сегодня студенты, будущие преподаватели хореографии должны этим всем владеть, должны это тоже внедрять, популяризировать, потому что, а кто, если не они? Они будут обучать наших детей, они будут поднимать этот пласт культуры на высокий уровень. Я думаю, что студенты, они не перейдут в систему онлайн, они будут также заниматься вживую, с живыми детишками, потому что бесконтактно не получается научить хореографии, как бы там ни было. Сделать гимнастику, определенное движение, а вот передать характер, образ присущий той или иной национальности, это только в личном контакте, это только разговаривая, объясняя, показывая. Ругая. Да. Вот это важно. Но в хореографии на дистанции можно только... В хореографии не бывает... какие-то вещи. В хореографии не бывает демократии. Там жестко. Да. Что бывает в хореографии? Да, то есть хореография, она предназначена к такому очень тесному сотрудничеству педагог-исполнитель, исполнитель-педагог, и без этого ни одному другому искусству не учится так долго, как танцевать и играть на скрипке. К сожалению, это только и я такая со своим дирижерско-хоровым образованием задумалась, так, меня тоже долго учат. Ну, вообще, в принципе, искусство, да, это, наверное, такая очень далекая история от дистанционки, все равно нам вот важно чувствовать друг друга, понимать, осознавать. Ну, а все-таки, если говорить про культуру вот именно танца, да, национального танца, в целом танца, то как вы думаете, будет жить танец? Или все нормально, после самоизоляции снова пойдем танцевать, и все хорошо? Или что-то поменяется? Я думаю, то, что, во-первых, поменяется у нас мышление, мы будем друг друга беречь, больше уже таких привычек у нас уйдет, потому что мы уже привыкли за эти месяц-полтора часто мыть руки, вот это. То есть гигиена, вот с этой стороны у нас будет порядок, я думаю, это очень важно и даже нужно. Танцоры, они всегда были очень опрятными. И есть не только танцоры, а вообще артисты, все исполнители. Но я думаю, то, что пока есть культура, да, народная культура, но народ никогда не исчезнет. И язык, и все, потому что именно национальной культурой мы сохраняем все. Наша задача сохранить для потомков, чтобы дальше они знали, кто мы, что мы, откуда мы, где наши корни, от чего мы и для чего мы это делаем. Потому что мы делаем это для будущего нашего поколения, чтобы бережно сохранить. Каждый народ, он по-своему очень многообразный, он очень нежный, его нужно сохранять, любую культуру. Я говорю, как представитель своего народа, то, что татарская культура, она очень богатая, многогранная, интересная. Наша пентатоника, наша музыкальный материал, наши композиторы великие. Очень много сделали для этого, для того, чтобы мы слушали сегодняшнее уже на международном пространстве музыкальное произведение. И как наш симфонический оркестр шикарно, дирижер, маэстро, как преподносит музыкальную нашу национальную культуру. Дорого, это очень дорого стоит. Это сколько труда. Поэтому я думаю, что все будет у нас нормально после выхода. Все хорошо, совершенно. Вы знаете, просто сейчас вдумываясь в те слова, что есть хореография на сегодняшний день, я студентам говорю, всегда объясняю и студентам, и исполнителям, что хореография, хореографическая культура – это некий такое большое крупное дерево с большими ветвями и листочками, да, вот крупное. Значит, у этого ствола обязательно должны быть корни. Корни – это вот национальная, народная культура, фольклорная культура. Из нее вырастает классический танец – это ствол, на чем держится ответвление, все ветки вырастают – это современная хореография. Ну и вот эти листочки – это разветвление современной хореографии, которые, когда приходит весна и осень, все листочки опадают, а на следующую весну опять расцветают новые листочки, это новые направления хореографии, да? Но одно остается неизменным, это корни и ствол. Вот если упадут листочки,
то ствол и корни останутся. А вот если высохнет корень и не будет ствола, вот тогда уже ни листочков не будет. И вот вот я, наверное, вам немножко ответила на тот вопрос, что если не будет национальной культуры, если мы не будем учить молодежь и студентов, приучать, любить, ценить, уважать творчество своего народа, пропагандировать, популяризировать, то если это, конечно, на профессиональном уровне подкрепляется еще и классикой хореографии, и оттуда мы потом уже переходим в стилизацию национальных направлений, дальше уже углубляемся в уличные там танцы, еще раз повторяю, да? Но вот как-то так, без ствола дерева не будет. Я могу сказать, что много со временем, вот много со временем. Да? Когда не видел, потому что я решился на это специально, потому что всегда у меня была большая шевелюра, но я подумал, почему бы так? Возможно, помолодеть. Дай-ка не рискнуть, да? Я хочу обратить внимание, ваше внимание на наших зрителей. Здесь очень много вам постоянно кидают смайлики. Алина Шарипжанова вам сердечко отправила, написала всем привет. Юсупова тоже вам написала, как что она вас рада видеть, как все вас рады видеть. В общем, значит, мы продолжаем. Друзья, я напоминаю, если у вас есть вопросы к нашей интересной семье, сегодня звездной семье, то вы смело пишите. Ну, а я очень сильно хочу с вами, я просто очень люблю вот этот момент в прямом эфире, я со всеми общаюсь, и очень хочу с вами поностальгировать. Расскажите, пожалуйста, ваше самое, вот сейчас, которое первое, наверное, приходит в голову, классное воспоминание, может быть, про гастроли, либо, может быть, про концерт, который был в Татарстане, там, в Казани, который прям для вас вот максимально на эйфории, и у вас вспоминаете мурашки. Нет, у нас очень много таких моментов в жизни. Во-первых, как в свое время мы один из первых танцовщиков, дуэтников давали в оперном театре свой юбилейный год. Это 2000 год, по-моему, да? 2004 году. В 2004 году мы давали сольный концерт в оперном театре, делали свой юбилей, творческий бенефис. А после этого, 22 танца мы танцевали. Это одно, но уже... Будучи художественным руководителем, у меня запомнился один город, очень сильно запомнился, и в душу он мне как-то впал. Мы даем концерт, я всегда об этом говорю, потому что это меня задело, очень сильно задело, и всегда воспоминания, и перед глазами это все стоит. Мы, Нижневартовске, даем концерт, и мне звонят и говорят: Айрат Ринатович, возле Омска есть город Тара. Купеческий старинный город. Но ехать туда почти 2,5 суток на автобусе. Я говорю, цена какая? Говорит, цена нормально, 700 человек. Я представил, как для Кахимиков наш. Я говорю, ну ладно, поедем. Вот мы доезжаем до Омска, и оттуда мы еще 500 километров едем до города Тара. Приезжаем, и в этот день у нас концерт. Мы, естественно, опаздываем на 40 минут. Но зритель сидит, ждет, полный зал. Город такой серый, купеческий, красивый, но в резных таких, как бы наличников, архитектура очень красивая, сибирская такая. И концерт идет на ура, все, зрителям хорошо. И я выхожу, говорю последние слова, и в этот данный момент ко мне выходит на сцену где-то, вот мне под пояс, я 1,70 м, 1,50 м, бабушка лет 80, в белом платочке, татарочка, и сразу встает передо мной на колени и говорит: спасибо тебе, сынок, за то, что ты сохранил эту культуру нашу. И вот мне за 80 лет, я говорю, у меня мурашки по телу идут, и я говорю, хочу сказать всем вам, я вот такую красоту в своей жизни давно не видела. И я горжусь своим народом. А за мной стоит 100 человек. И вот я им поворачиваюсь и говорю, вот наша задача приехать, как бы тебе тяжело не было,
2,5 суток с автобуса, вышел, концерт даешь. Но ради этих слов можно было приехать к этой бабушке. Может, она последний раз в своей жизни видела государственный ансамбль песни и танца, но наша задача была вот в этом. И когда мы вышли после сцены, конечно, мне неудобно, я поднял, обнял ее, мы ей очень цветов, зрители, которые цветы нам дали, мы ей все отдали, мы поблагодарили ее очень нежно, но меня это задело, и я сказал, чем мы занимаемся, это никогда не умрет. Потому что когда ты любишь свой народ, ты любишь свою культуру и гордишься этим, и когда это еще хорошего качества, хорошее профессиональное исполнение на высоком уровне, и когда человеческое сердце задевает это, значит, мы чего-то в этой жизни правильно двигаемся. И я думаю, то, что вот самые замечательные такие, это для меня это наш зритель. Поэтому я люблю, уважаю, желаю то, чтобы все было хорошо у каждого из нас. Поэтому их много впечатлений интересных. Поэтому вот самое для меня запоминающее, как художественный руководитель, были вот такие моменты. Вот как-то вкратце, да, вкратце как-то вот так. Но очень много... Но еще хочу сказать то, что мы первые в республике, когда Государственный ансамбль песни и танца в Кремлевском дворце съезда в Москве свое 70-летие впервые в истории, 6 тысяч зрителей, мы дали сольный концерт. Мы как-то поехали с директором на юбилей Кубанского казачьего хора, нашего знаменитого. И мы сидим на концерте, и концерт идет, и я сижу и говорю, Юрий Леонидович, а чем мы хуже? Почему мы тут концерт не даем? Он говорит, не знаю, повернулся, говорит, давай дадим концерт. Ну, давай дадим. И когда начали обсуждать это все, и я зажегся и сказал, давай, все, начинаем, все, двигаться. И мы сделали юбилей Государственного ансамбля песни и танца в истории именно полным составом, полным как в 2 отделениях, с новой программой. Тогда мы показали московскому зрителю 7 жемчужин. По тем временам это было новая технология. Сейчас уже, конечно, мы вперед ушли. Поэтому вот как-то так. Так, спасибо. Александра Рашидовна, у вас какие воспоминания? Ой, у меня их было очень много. Но, наверное, один из ярких моментов, которые мы с Айратом пережили вместе, когда мы с ним танцевали, у нас был такой номер, где я его подымала, уносила на себе. Он сейчас есть и в репертуаре госансамбля до сих пор идет. Мы работаем, я не помню, какая была, ну, сцена такая, где нет кулис. Есть просто дверь в бок, и висит такая занавесочка. То есть это в клубе, где-то это сельский клуб? Какой-то очень клуб, и народу было просто, все на скамейках сидели там. И, ну, нам надо дотанцевать же, мы же артисты, нам надо уйти за кулисы, потом выйти поклониться, как обычно. Я решила, как сильная женщина, значит, его поднимаю на себя, дальше пытаюсь спуститься по лесенке в эту дверь. Айрат, чувствуя, что я спускаюсь, он в косяк вот так руками держит, сам висит на мне вот там, вот так руками. В итоге вот эта вот занавеска, мы в ней все запутываемся. Это все падает на нас, и мы валяемся на сцене. И мы валяемся на сцене. Но как там зрители спиной. То есть мы упали, ну, то есть пятой точкой к зрителю оба. Смеемся, но что самое главное, встать не можем, потому что он на мне замотан на этой вот, и мы просто реально не можем встать. Потом в итоге встали с этой намотанной гординой на себе сверху. Вот такой момент был в жизни яркий, который очень запомнился. Такой неудачный. Да, и искренне, и по-настоящему. Я хотела бы с вами поговорить про молодежь, да, и про танцевальное в целом искусство, потому что у вас огромная часть вашей жизни связана с танцами и с народом, народными танцами, да. Расскажите, пожалуйста, вот давайте представим, что есть там молодежь,
там, от 14 до 30, и вот там, не знаю, там, лет 18, он никогда не связан был с танцами, вообще никогда. И вот с чего начать? С чего мне, как будто там 18-19-летнему молодой девушке начать приобщаться к танцам? Может быть, нужно что-то там изучить сначала, либо можно прям сразу волну с головой. Какие вот прям шажочки, как вы думаете, ваши советы, может быть, для того, чтобы начать правильно все-таки изучать вот этот танец? Я думаю, можно я начну? Как бы я думаю, то, что Это всегда так. в данный момент нужно педагогу сначала заинтересовать. Лидер должен заинтересовать ваш свой стайл, грубо говоря. Но мы должны сначала рассказать историю, сказку. С чего начинается Родина? С картинки моей детворы, да? То есть, В моем букваре. В моем букваре, да. Тоже хорошо. Мы же должны просто рассказать историю танца, потому что танец – это тоже история. Мы должны не лекцию прочитать, а заинтересовать. И каждое движение имеет свое название. Оно простейшее. Оно простейшее. Особенно народная хореография, она состоит из 2, 3, 4 основных элементов, которые при правильном исполнении и комбинации можно выстроить фигуры. И люди порой, та же самая молодежь, которая никогда не занималась, им кажется: ой, да я никогда это не освою, я никогда это не смогу. Если правильно выучить 4 движения, если правильно расставить рисунки, и услышать музыку, и правильно, да, дать основной ход. Ход определяет нацию. То есть, если надо выучить ходы, у каждой национальности эти ходы, несколько ходов. У чеченцев один ход, другой ход, у украинцев третий ход, у русских четвертый ход. То есть, основное, что определяет нацию. Второе – это основные положения рук, основные положения ног. И практически все намного проще. И просто при правильной расстановке, при правильной объяснении, да, круг, диагональ, линия. Если все это правильно соблюсти, так, когда человек за одну репетицию учится танцевать по-татарски, ну, я в данный момент говорю по-татарски, одна репетиция с набором 4-5 элементов, с основными положениями рук, ног, и он видит, что он вообще, если правильно объяснить, то он... Я могу, я красавчик, я могу, я танцую по-татарски, я танцую по-чеченски, я танцую по-русски. В общем, одним словом, плохо тот педагог, который не умеет объяснять. Да, то есть это надо просто правильно преподать, а в основном это дело техники, конечно. Если сегодняшние студенты, сегодняшняя молодежь овладевают такими уличными направлениями, да, с такой техникой и лексикой, то, мне кажется, народный танец это намного ближе. Единственный минус, что у нас в Татарстане, может быть, мало поддерживается. Но хотелось бы, чтобы было больше национальных коллективов. У нас их мало. У нас больше современных коллективов, заточенных на определенные конкурсы. А вот для того, чтобы поддержать национальную культуру, это надо... Ну, я думаю, мы это исправим. К этому все возвращается. Спираль, она по спирали вернется все равно. Когда мы поймем, что у нас некий пласт стирается. Вот его надо просто так копнуть. Нету. Лайков нету. Я вас поняла, то есть, точнее, правильно ли я вас поняла, что молодежи, которая не знает танцев, ну, там, не связана, надо найти как бы своего учителя? Или он может это сам сделать и может, сам. в Ютубе посмотреть? Может, сам. Нет, сейчас вот мы именно в коронавирус выпускаем мини-методички по татарскому танцу, по чувашскому танцу, по марийскому танцу, да, и где люди именно с элементарным набором движений ставят свои танцы и выкладывают. Такой самоучитель. Да, то есть некий такой видео-самоучитель, все возможно. И главное, что им нравится, а ведь красивее народной мелодии, красивее живого оркестрового исполнения этой народной мелодии, также и песни, и
мы богатейшая страна, у которой такая культура, прям вот, что мы можем просто... Я хотела сказать, что только мы можем это сделать. Вот Европа уже этого сделать не может. Так, почему? Потому что у них нет государственных коллективов, которые поддерживаются правительством нашим и государством, которые, несмотря ни на что, сохраняет в каждом регионе свой государственный коллектив, который несет культуру своего народа. Это вот. Дорого стоит. Потрясающе. Европа уже этим не занимается. То есть им это, собственно, не нужно, да? Они так считают? Нет, им вот сейчас это нужно. В Европе сейчас создаются кучу фестивалей и конкурсов для поддержания вот своей культуры, но это все на таком примитивном, да, что именно профессиональное искусство есть только у нас. Поэтому срочно в YouTube все заливаем, распространяем. Да. Учим Европу, как это делать. Тут уже спрашивали, поэтому я все-таки прочитаю этот вопрос. Какая самая любимая песня у вас? Вот так вот неожиданно. Песня? Их много. Ну, наверное, все, я не знаю. Мы любим весь репертуар. Ну, не только репертуар, но я люблю более мелодичные такие песенки. Со смыслом, наверное, возраст, уже как-то... Да вы что, вы же в моде, у вас все хорошо. Ну, люблю, а я сейчас... если говорить про... Вот давайте не будем говорить про татарскую, например, музыку. Какая самая любимая? Для меня шербургские зонтики. Да. В общем, классика. И Шопена можно послушать с удовольствием. Рахманинова. Да. Мы просто вчера общались с министром, также в прямом эфире, я спросила, какая там музыка вдохновляет, и она сказала нойз, потому что, говорит, там со смыслом, и поэтому для меня тоже было там интересно узнать, какое интересно у вас. Тут еще написали на татарском, я, честно, буду сейчас, даже не рискую это все прочитать. Нормально. Давай. Я не рискую, я все равно ничего не пойму, поэтому вот Аск Хадулла написал, да, вы можете пролистать, да, тоже посмотреть, что он там написал? А что-то у нас... Мысли Нет, вы просто так пальцем можете проводить и, да, собственно... Да, я провожу. Так, опа, туда. Нет, ладно. Мы не найдем его, наверное. Все получится. Тут, короче, про Туй спрашивают. А программу про Туй, концерт. Короче, наверное, когда будет, да? Да. Ну, я думаю, сразу... Вот уже потихонечку, видите, мы пока в прямом эфире, мы уже почти друг друга понимаем на татарском. Хотя несколько фраз только узнали, но также мы так научим татарский язык выучим. Я думаю, что Алла верса, Хадай нас увидится. Коронавирус как закончится, я думаю, что мы найдем свободные, ведь еще с площадками очень сложно, потому что все поменялось. Мы должны как бы были... Но железное это будет... Вот железно у нас уже есть дни определенные, я не буду говорить пока какого числа, как обычно. Конец ноября, начало декабря. Мы с Олей концертом в оперном театре традиционно 2 дня, 3 дня мы все равно будем, поэтому я думаю, что там само собой мы покажем. Но все зависит от того, как у нас пойдет наша история с самоизоляцией. Да, вот пока вот. А так с удовольствием. Мы готовы. И еще вопрос, вот от него же, есть большая связь монгольских или тувинских танцевальных элементов с татарскими танцевальными? Это вопрос. Есть? Ну, я думаю, что как бы Монголия это совсем другая культура. Там другая, вообще там буддизм. А мы ислам, конечно, тут совсем другое, мы разные. Но элементы их почти нету, потому что там все
руки другие, положение рук другое, широта движения. У них То есть все на скачке. То есть, и тувинское то же самое, то есть и в женской хореографии, и в мужской хореографии все, совсем другая культура. Тут мы не можем сравнивать с нашей культурой. Отлично. И у меня следующий вопрос. Сразу же. Тут, кстати, сердечки постоянно шлют. Мне кажется, все просто смеются над моим татарским. Но потому что действительно вы говорите очень, очень интересные мысли и важные мысли. И вот сейчас тоже, наверное, эта история больше для молодежи. И уточнить ваше мнение, точнее спросить ваш совет. Хочу говорить с вами про вдохновение. И скажите, пожалуйста, откуда у вас оно приходит? Вы его там черпаете? Вы смотрите какой-то фильм или музыку слушаете? Откуда вот вдохновение приходит? Или оно всегда у вас? Вот как вот это вот работает? Давай ты за себя говоришь. Да, я за себя говорю. У меня приходит иногда, бывает, я их называю «друзья пришли». Да? То есть я сижу в кабинете, у меня всегда в кабинете дверь открыта. Всегда открыта. Я люблю дверь, чтобы открыта была, чтобы я все видел, что происходит. И нечаянно любой артист, любой человек фразу напел. Я сразу же бегу, иди, садись, стих прочитал, дочитай. И у меня начинаются мысли, зарождаются. Потом я сразу же забегаю в класс, в хоровой, или в танцевальный, или в оркестр. Говорю, пошлите, сыграйте мне. Вот так сыграйте, да. То есть, как бы, вот тут модуляцию сделайте. Вот все, я тональность поменяем, все, темпы ритмические, все. И потом плавно раз в хореографию я уже начинаю, оно как-то само льется, вот как вам объяснить. Иногда пусто, вообще ничего нету. Иногда не успеваю записывать. То есть я люблю, как вам объяснить, я ведь как еще режиссер, я смотрю чуть-чуть по-другому на мир. Например, я могу в серванте увидеть какой-то рисунок, глаза, на дереве я на небе могу увидеть рисунки. Я люблю ходить по Москве, исторической Москве, я обожаю историческую Москву, потому что я там учился в ГИТИСе. Я люблю смотреть карнизы, потому что на карнизах очень много рисунков. На Неглинке есть архитектурный институт, и там входная дверь лепка. Вот я иногда, когда мы ездили в этом году на Новый год в Москву, я ее застал 40 минут стоять и смотреть. То есть заставил, она говорит, пойду, я говорю, нет, тогда еще постоим, я еще посмотрю. То есть я где-то что-то записываю для себя. То есть у меня такие вот вдохновения. У меня нет, и, конечно, много исторических книг. История. Я потому что каждый номер люблю связывать с чем-то. Не просто поставить номер, чтобы он был точно научный документ, что именно так. Того времени, того стилистики, тех костюмов, все и так положено. А меня вдохновляет музыка. Я ставлю композиции, постановки относительно музыки. Если меня музыка не устраивает, то у меня ничего не идет. Если я порой сама пишу музыку на своей постановке и ничего себе! Напеваю их на диктофон нашему концертмейстеру. Иногда работаю в связке с папой, он меня тоже подхватывает все мои мысли, идеи. И получаются неплохие татарские мелодии. И вот здесь мне надо вот так, а здесь мне надо в 2 раза медленнее. Здесь вот, то есть но каждый так музыкально мы высчитываем. Да, конечно. То есть я просчитываю все от музыки до последнего движения. А если... Да-да-да. А если, вот, например, если такое, что, например, вот, не идет вдохновение, и все, или оно как-то циклично, и вы такой, все, вы такие, приходи, и ждете. Или как это применить? Вот бывает так, что, допустим, заходит Айрат Ринатович, говорит, так, Лисан, вот на завтра надо, вот тебе мелодия, вот на завтра, чтобы уже коллектив стоял, и мы это завтра работали. Вот я не люблю так работать. Это называется... Принудительно, добровольно.
да, добровольно-принудительная работа, вот там нет полета мысли, там есть темп ритма, ты должен быстро успеть сделать, чтобы этот продукт, или кого-то там облагородить, какого-то певца, да, что это надо сделать уже Неправильно, на завтра. не согласен. Бывает. Не облагородить, Вот я поставить композицию. Понимаете, да, что Да-да-да. любая хорошая вещь, хорошее стихотворение, хороший рисунок, хорошая танцевальная композиция, она не рождается вот так вот по щелчку за 3 минуты и за 24 часа. Она все равно в процессе работы потом обрамляется и превращается только через некоторое время в какой-то хороший продукт. Сыграться нужно, спеться нужно станцеваться. Но это процесс творческий, это целый новый, это организм живой, поэтому его, это ребенок. Который надо... Колобок. Надо его вот вырастить все, чтобы больше. Потом его испечь, а потом показать всем обязательно. У меня к вам есть предложение. У меня есть такой мини-блиц-опрос, и мне сегодня очень хочется этот блиц-опрос с вами провести, потому что вас двое, и мне кажется, у вас будут разные мнения. Вот так, которые. Разные мнения. Я вам буду спрашивать какую-то определенную историю, и ваша задача будет прям сразу незамедлительно сказать, что это. Хорошо? Это всего будет 5, поэтому не затягиваем. Так, первое, да, я знаю, что у вас, с учетом того, что вы очень много где гастролируете, поэтому первый вопрос. Если страна, то... Япония. Россия. Почему Япония, Елена Совершенно? Потому что я туда не смогла поехать, и мне так хочется. Отлично. Я там тоже не был, но мне не хочется. Мне хочется в России. Спокойно, у нас лучше. Так, цитата, забираем на статью. Отлично. Следующее. Если танец, то... Родной наш. Татарский. Татарский. Ну, тут ожидаемо, конечно же. Хорошо. Если хореограф, то... Больной. Только больной может эту профессию работать. Я за Цискоридзе, я его очень люблю. Но она по своей вот из этой серии. А Цискоридзе, потому что это логически вот все туда, институт и все остальное. Да, А у меня по-другому. Хореограф – это больной человек, который очень любит свою профессию и всегда думает о ней 24 часа со своими мозгами, со своими мыслями, со всеми делами. Окей. Сейчас интересный и сложный, наверное, будет вам вопрос, но я думаю, что вы справитесь. Если концертный зал, то какой? Кремлевский дворец съездов. Я Большой театр. Большой театр. Ну, там сцена маленькая. В Большом театре старом, да? извините, нет большом. А почему Кремлевский дворец? Ну, потому что, во-первых, само ощущение вот это пространства, широты, и когда 6 тысяч зрителей сидят, да, вот это ощущение той энергетики, как они тебя сначала будут общупывать, смотреть, как они с тобой будут, ну что же они нам покажут, понаехали тут такие, а потом так раз, и потом так глазки встают, и начинают стоя аплодировать. Вот это много стоит. Это одно, но у меня мечта сделать в Большом театре концерт государственного ансамбля песни и танца на исторической сцене, потому что я думаю, то, что мы исторический коллектив уже, да, единственный государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан с такой исторической историей, обычными традициями. Поэтому, я думаю, то, что, иншаллах, лаверсас, что будет. Вот. Отлично. Ну и крайний. Вот сейчас вот вообще очень будет сложно. Но если счастливый момент, то... Рождение детей. Наверное. Это все равно семья. Это семья. Несмотря на то, что мы работаем, мы в работе все 24 часа. Вместе. Но мы работаем вместе, мы работаем постоянно, мы всегда в работе. И что самое главное, что в этой работе
вся наша семья, включая наших родителей, бабушек, которые нас поддерживают во всем, помогают нам и поддерживать и чистоту, и порядок, и готовить, и все это наша семья, это дети, которые тоже работают в госансамбле, это наша семья, у нас 3 внуков, и мы очень счастливы, потому что у нас есть... И у нас есть собака, у нас все равно, несмотря ни на что мы в работе, в хореографии, в творчестве, для нас главная семья. Вот как-то так. Да, и, между прочим, все, наверное, как раз все мои гости, которые, вот, с которыми общалась, вот как раз про семью тоже говорили. И у нас тут вопросик от наших зрителей. Скажите, пожалуйста, нескромный вопрос. Кто главный герой постановки «Туй»? Если я не ошибаюсь, исполняет ваша прекрасная дочь, которая пока еще не замужем. Получается очень символично. И смайлики, тут смайлики смешные. Есть такой момент. Есть такой момент, да. Что она действительно главная героиня, она невеста, она еще не замужем. И, ну, так получилось, наверное. Постановщиками являемся мы вдвоем, поэтому не поэтому мы ее поставили, но просто по форме, по стилистике, по образу, по молодости, вот именно вот этот, она тем более недавно только начала работать, и нам нужно было такое такая лицо. Вот невеста должна быть, да, которая знает обычные традиции еще. И нежная, Вот и... Но она подходила... Нельзя хвалить своих детей. Все нормально, можно, у нас все можно, у нас максимально теплые зрители, атмосфера, и я думаю, что все даже очень хорошо. Отлично, у нас не так много времени остается, но еще есть время на поговорить. И вот мне очень хочется с вами поговорить в целом про молодежь в Республике Татарстан именно, да. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, если будущее прям такое достойное будущее у молодежи Республики Татарстан, и если есть, то почему, как вы думаете? Ну, я хочу сказать, что молодежь, прости, Айрат Ринатович, молодежь не только в Республике Татарстан, но в Республике Татарстан, в частности, это самая продвинутая молодежь. Во-первых, у нас очень креативный Татарстан. Мы идем в ногу со временем и с опережением. Мы пилотный город. У нас пилотные проекты, где участвуют наши молодые студенты, начиная от детей. У нас, как у нас проходят созвездия, да, то же самое, какой масштаб. Да, и как мы привлекаем сейчас рабочую молодежь. Я думаю, что в нашей республике перспективны колоссальные, и в том числе в области культуры. У нас танцуют дети миллионами, пачками, сколько коллективов, сколько школ в Казани. Это вся республика танцует. Все сейчас уже работающая молодежь танцует, поет, играет. Сейчас уже кому за 40 танцуют, поют, играют. И вот то, что ведется такая молодежная политика, которая не ставит границ, она, наоборот, их расширяет и говорит, развивайтесь. А культура штука такая. Она человек, который имеет хобби, даже в качестве того, что пошел вечером, попел, пошел, потанцевал. Это колоссальный двигатель. Я сейчас скажу, я 1 раз в неделю в Институте культуры у нас есть такие курсы профессиональной переподготовки, где 2 года учатся студенты. И вы знаете, какого возраста у меня студенты? Ну-ка, удивите. Самые молодые – это 30+, и до 60 лет. То есть люди приходят в хореографию, да, осознанно приходят, что у меня была такая Оленька одна, она была всю жизнь врачом, а притом данные у нее, вот она пришла балетная, она проработала врачом, вышла на пенсию в качестве и говорит, Лиса Рашидовна, я говорю, вы как пришли сюда вообще, вы врач? Как вы пришли? Всю жизнь, это была мечта детства, я всю жизнь мечтала танцевать, но родители меня отдали в медицинский, а не в хореографический колледж, когда я их просила, а все данные у нее на тот момент были, но мама посчитала, что
этим ты денег не заработаешь. И вы понимаете, когда вот рассказывают такие истории, люди приходят переподготавливаться в таком возрасте, принимая решение для себя, что они педагоги, что они хотят заниматься хореографией, хотят учить хореографии. Мне кажется, это тоже показатель того, какое отношение у нашего народа к культуре, к искусству, что они хотят это действительно выучить, хотят это реально получить диплом и быть дипломированным специалистом. Очень красиво и страшно сказала, я прям очень радуюсь, правильно сказала. А я считаю, то, что наша республика самая креативная республика, самая успевающая республика, и наша молодежь самая талантливая молодежь. Потому что на всех, лайки. на всех конкурсах, на всех международных уровнях, на всех проектах, везде мы на высоких нотах, поэтому я считаю то, что делается в республике для нашей молодежи, это очень ценно, дорогое, потому что я каждый раз смотрю на мероприятиях, столько молодежи интересно. На телевидении очень много передач, на Шаян ТВ, Татаркина очень много снимает. То есть всего много и интересное. Поэтому дай Бог, чтобы наша молодежь в столетии Республики ТССР, чтобы в дальнейшем также гордо несли вот это знамя нашей республики, гордились нашей республикой, нашей Россией. Поэтому я думаю, что мы очень достойно воспитываем свою молодежь. И думаю, что везде есть самое-самое классное, самое-самое очаровательное. Поэтому всех люблю, уважаю. Вперед, Алга, без Булдравас. Но мы еще не прощаемся. Я хотела сказать, что у нас самый студенческий город. Такого количества вузов, СУЗов, как у нас в городе, нет. Когда студенты уезжают... Сейчас у нас Казань опустела, потому что все разъехались, да? А тубы студенты. Одно студенческое движение, это что они... Я много лет жюрю «Студвесну», на протяжении многих лет являюсь членом жюри, и я после каждой «Студвесны», после каждого выступления не трогай телефон, извините, пожалуйста. И вижу, какие они креативные. И мне так радостно, что у меня есть такая возможность видеть студентов, что они делают, как они делают, на каком уровне они это делают. Просто порой поражаюсь их. Бери, пожалуйста, пальцы, не вижу. Меня не видишь или пальцы? Молчу. Про молодежь, что «Студвесна» — это хорошая возможность. «Студвесна» — это просто какие постановки, какие они режиссеры, что они выдумывают, как они это проводят, как они организовываются друг с другом. Профессионалов порой не можем заставить приходить на репетиции, а они там до 5 утра могут просто... Я за студенчество. Я считаю, что без студентов... Вот, я, наверное, пришла в институт, и мне это стало интересным именно из-за того, что я до сих пор с ними учусь. И чувствую себя до сих пор студенткой, наверное. До сих пор с ними, они, вы знаете, они обязательно найдут нужные слова, они обязательно предложат выход из ситуации, они обязательно, я вчера тоже ходила, я говорю, как же мне дистанционно провести с вами экзамен, и они мне пишут в чате: Александра, не переживайте, мы вам так хорошо сдадим, что вы даже не ожидаете этого, и что все будет хорошо, и это наши дети. Я вот, например, студентов очень люблю. Хотя я не очень добрый преподаватель. Требовательный. Да. Ну, это же чудесно. У нас остается буквально 2 минутки, поэтому для вас сейчас самый прям быстренький вопрос. Топ-3, что вам помогает быть счастливым? Любовь, да. Уважение, работа. Наша работа. Семья. И семья. Отлично. Топ-4 у нас получился. Чудесно. И ваша собака, наверное, еще. Потому что без собаки вам нельзя сейчас выходить. Говорят же, там всякие самоизоляции, собачки. А мы вокруг дома, мы с вами дома живем, у нас есть возможность погулять вокруг дома.
Отлично, у нас прямо остается 1,5 минутки. Я вам прям отдаю вам слово пожелать что-то нашим зрителям. А сегодня нас там 30 человек держалось, и все нас слушали внимательно и смотрели вас. Прям вкратце расскажите, какие пожелания. Давай вместе. Давай. Я пожелаю первое здоровья, чтобы коронавирусом мы сидели дома, берегли себя для того, чтобы потом творить вместе с вами, со всеми, чтобы вы были счастливы, и чтобы в душе, в семье, потому что весна, все расцветает, поэтому чтобы всегда цвели, чтобы были красивыми, чтобы были любимыми девушки. Поэтому... А я желаю удачу держать крепко за хвост, крутить ею во все стороны, и никому никуда ее не выпускать из собственных рук, и чтобы у каждого в жизни сложилось так, как должно быть, и так, как бы нам хотелось. Мы вас очень любим, ценим, уважаем. Спасибо за внимание, спасибо. за лайки, и вам за ваше спасибо огромное, сообщение. спасибо. Огромное вам спасибо за интересный прямой эфир. Спасибо вам большое. Это был потрясающий эфир с потрясающей семьей комментов. У меня осталось 20 секунд. Друзья, если у вас остаются еще вопросы, то пишите нам. Ну а так, конечно же, спасибо большое. Крепкого здоровья. Спасибо, до свидания. Спасибо.